Насыщенная культурно-развлекательная и спортивная программа с национальными состязаниями, яркий концерт, катание на оленях упряжках, экскурсия в настоящий ЧУМ, ярмарочная торговля и все это в самом центре города. В Инте прошел масштабный этнофестиваль под названием «Шонди Кыдж», который впервые проводился в этом году при поддержке Министерства национальной политики Республики Коми и Федерального агентства по делам национальностей. От всей души поздравляю вас с таким замечательным праздником. Сегодня Инта собрала сразу два форума. Форум «Родные и любимые», которые проводят движение первых, и форум-фестиваль «Традиции оленеводов Шонди Кыдж» «Солнечный круг». Это здорово, когда молодая энергетика, молодой азарт опирается на семейные традиции коренных народов Севера. Именно молодым предстоит преобразить наш край. С праздником! Всем удачи! Добрый день, Инта! Добрый день, интинцы! Добрый день, гости нашего города! Сегодня мы встречаем здесь участников этносоревнования, этнофестиваля «Шонди Кыдж». Мы очень надеемся, что вы сегодня сможете не только посмотреть, как живут народы Крайнего Севера, но и попробовать свои силы в национальных спортивных видах спорта. Испокон веков оленеводы считались очень сильными и смелыми людьми. Они очень бережно относились к своим традициям. И наша задача эти традиции сохранять, приумножать и передавать подрастающему поколению. Дорогие интинцы, этнофестиваль «Солнечный круг» объявляется открытым. В рамках этнофестиваля «Шонди Кыдж» в Инте проходил арктический семейный форум «Родные и любимые», главным организатором которого является общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение первых». На площадь Ленина вышел настоящий парад семей из разных муниципалитетов Республики Коми, которые приехали в Приполярье на 2 дня. Мы рады, что в рамках такого этнофестиваля проходит наш форум «Родные и любимые», потому что родные и любимые всегда готовы идти в ногу с традициями. И я хочу вам пожелать, чтобы сегодня в рамках этого фестиваля вы взяли все, что можно, и все, что нельзя. И также, чтобы всегда были у вас такие счастливые улыбки. И, конечно же, такой добрый путь нам. Уважаемые интинцы, уважаемые участники нашего форума, я хочу еще раз вас всех поприветствовать. И давайте друг другу поаплодируем погромче. Сегодня Инта объединяет 10 муниципалитетов нашей необъятной Республики Коми. И мы этому очень рады. Мы уверены, что наши участники форума «Движения первых», а именно семейного сообщества «Родные и любимые», объединились, получили массу положительных эмоций, и мы готовы работать дальше, участвовать в этом этнофестивале. И хочу сказать и пожелать всем вам самые важные вещи. Это быть с Россией, быть вместе, быть человеком, быть в движении и быть первыми. Давайте поаплодируем друг другу. Я уже нахожусь уже второй раз в городе Инта, и я хочу сказать от всего сердца спасибо дорогим интинцам, спасибо администрации муниципального округа Инта, то, что принимаете нас. И уже второй раз мы организуем второй арктический форум «Родные и любимые». Очень радостно то, что мы организуем его в рамках национального праздника Шонди Кыдж. И данный праздник как раз позволяет нашим семьям, которые хочу отметить, из 10 муниципальных образований, которые приехали сюда, окунуться в эту традицию, прекрасную традицию не только вашего города, но также всей республики. Тем самым мы для нашего подрастающего поколения даем понять то, что вот традиции есть не только в семье, но также в нашей огромной и великой республике Коми. Была проведена огромная подготовительная работа. Очень хочется поблагодарить все учреждения, которые приняли участие. Это образование, это культура, это спорт. Спасибо большое всем, кто откликнулся. Действительно, очень хотелось, чтобы в этом празднике поучаствовала вся Инта и все гости нашего города. Спортивные соревнования предусмотрены, подготовлены замечательные призы, которые нам подготовила Зарнипас. Это наша замечательная организация, которая находится в городе Сыктывкаре. Мы с ними сотрудничаем не первый год.
очень хочется, чтобы все посетили наш замечательный ЧУМ. Сегодня он уже был поставлен, работает, все доступно. Наши мастера привезли много-много красивой, замечательной продукции. Работают у нас наши подворья наших сел. Вчера состоялась большая концертная программа, в которой они же поучаствовали. Каждый участник, уверяю вас, получит диплом и памятные призы. Не успели сотрудники Центра национальных культур установить возле памятника Ленину ЧУМ, как возле него выстроилась огромная очередь. Взрослым и детям очень хотелось зайти в настоящее жилище оленеводов, посмотреть, как устроен быт оленеводов, пообщаться с ЧУМ-работницами, которые посвятили тундре не 1 десяток лет, и выпить с коми-красавицами горячий чай. Работаю в Центре национальных культур. Здесь у нас будет подворье, где мастера наши представят свои изделия. Здесь наши сельские клубы. Они тоже приехали со своими изделиями, со своими обычаями, традициями. Они все это продемонстрируют на этом празднике. Также здесь присутствует ЧУМ. Здесь мои родственники, сестры, дяди. Работу они свою все прекрасно знают. Работа эта тяжелая, но, как сказать, нужная. Это наша культура, наши обычаи. Жители отдаленных сел и деревень Интинского округа в ярких национальных костюмах удивляли гостей праздника своими подворьями, где были представлены национальные блюда, пушнина, полезные травы и многочисленные сувениры, сделанные своими руками. Взрослые и дети могли познакомиться с традициями и обычаями коренных народов Севера. Наше подворье состоит из вязаных меховых изделий, которые мы часто сейчас используем на выставках. Есть чагу привезли, морожковые чашечки, вот эти тапочки меховые, игрушки детские, вот подвязки для оленеводов. И вот все, что мы выставили, все видно, все на виду, которым мы все еще пользуемся, все еще у нас пимы носим, варежки сами вяжем, шапки, пожалуйста. И даже сейчас для телефонов очень популярные стали вот эти чехлы. Поэтому молодежь тоже приурочается к этому творчеству и вязанию. Нашей деревне уже много лет, с 1861 года наша деревня. На будущий год, наверное, будем уже это тоже юбилей праздновать. Малочисленная деревня, но из деревни нашей никто не уезжает. Молодежь работает на железной дороге, мужское население. Но в основном, конечно, старшее поколение остается, но очень часто на выходные приезжают дети. Река у нас это возле реки, деревня. Люди приезжают, туристы приезжают и зимой, и летом, поэтому они восхищаются. Видно с наших окон Уральские горы. И всегда очень много фотографий мы выкладываем на своей странице. И всегда с ностальгией, можно сказать, люди пишут, что они скучают и радуются нашим еще, можно сказать, то, что у нас есть деревня наша. И есть еще куда приезжать. Я приехала из деревни Ирпияк. До сюда мы добирались 2 часа. Я люблю свою малую родину за ее жителей, за ее творчество, в котором я сама принимаю участие, и за отношения, за наши традиции, за то, что в нашей деревне всегда спокойно, нету никакой суматохи, и просто за то, что она моя малая родина. Село Петрунь – старинное село. Все, кто родом из этого села, все любят это село, гордятся, что родом оттуда. Привезли выпечку, пирожки, блины, горячие только что можете купить. Что там у нас еще? Шаньги с творогом и многое другое можно подойти купить. Из меха шьют пимы, тапочки меховые. Также есть шкуры, лисы, росомаха. Не все видели, например, росомаху живую. Хотя бы вот в таком виде можно посмотреть. Лыжи охотничьи тоже обтянуты шкурой. Так, ну что еще? Рога вот красивые, оленьи.
Декоративные уже, да, можно повесить в прихожей, например. Ну, и чай. Мы приехали с села Альвавом. Видно, да? Но чем мы можем удивить гостей такого прекрасного праздника? Альвавомский травник мы привезли. Женщины собирали всю весну, все лето. И мяту, и смородину листочки, чашелистики, морожки. Это все очень хорошие целебные травы. Мы вот привезли альвавомские веники. Вот. Ну что еще мы привезли? Вязку. У нас очень много хороших мастериц. И, конечно, мы заказали шапки такие спортивные Альвавом, чтобы везде было видно, что это Альвавом. Вот знаете, говорят так, люди, которые забывают прошлое, у них не будет будущего. У нас такое, как говорится, будет модно, не прокатывает. Наши сельчане очень любят свою малую родину. Да, малую родину. В этом году у нас исполняется 145 лет. Ну что они любят? Просто любят. Вот это, мне кажется, все сказано. У нас самая красивая, самая широкая река Уса, а наш Альвавом находится на самом высоком берегу. Одним из ярких событий стало национальное многоборье. На празднике все желающие могли посоревноваться в оленеводческих видах спорта. Ожесточенная борьба за звание самых метких, сильных и ловких развернулась в метании тензяна на хорей, прыжках через нарты, перетягивании палки и тройном национальном прыжке. На данной площадке у нас 4 вида. Национальные – это прыжки через нарты, перетягивание палки, национальная игра оленеводов, метание тензея на хорей и тройной национальный прыжок. Чтобы одержать победу, надо иметь силу воли, ну и хорошее настроение. В прыжках через нарты суть заключается в том, чтобы перепрыгнуть нарты, не задеть их, точнее, как сказать, не сдвинуть с места, ну и напрыгать как можно больше. Также метание тензея на хорей. Это правильная, как сказать, смотка тензея. Ну и, соответственно, хорошее попадание. Надо ориентироваться по ветру, не заступать за линию, чтобы судья не аннулировал попытку. Ну и в принципе, ну и какой-то небольшой хотя бы опыт в этом виде. Также перетягивание палки, ненецкая игра. В данной игре, как сказать, есть 3 попытки. 2 попытки, то есть если у вас ничья в перетягивании палки, то у вас идет 3-я попытка. Суть заключается в том, что 2 участника упираются ногами об бревно, держатся за палку разным хватом. Один участник держится ближе к центру палки, второй участник держится по краям палки. Ну и по команде на старт, внимание, марш начинается перетягивание палки. То есть тут суть какая? Если участник один вытягивает второго участника на себя, он побеждает, или он вырывает палку из рук второго участника, тоже побеждает. В принципе, и тройной национальный прыжок. В тройном национальном прыжке 3 попытки, ну, соответственно, пробные минут 10-5, потом 3 попытки, лучший результат записывается. Это выполняется либо с разбега, так и с места. Задача участника выполнить 3 беспрерывных прыжка, не упасть назад и не выйти за коридор, как сказать, ну, за разметку. И, в принципе, упрыгать как можно дальше. В праздничный день настоящий подарок для жителей и гостей Приполярья сделали братья-оленеводы Геннадий и Дмитрий Лаптандеры. Мужчины приехали из Абизи со своими оленьими упряжками, чтобы покатать всех желающих. Из отдаленного поселка мужчины добирались почти 11 часов. Но для оленеводов это привычное дело. Братья практически всю жизнь провели в тундре и даже родились там. Работаю вот именно в совхозе. Вот в прошлом году весной переехал. С мая начал работать в Абизи. А так в тундре мы с детства.
там в Приуральском районе кочевали. Там ездили. В Приполярье Геннадий приехал год назад. До этого работал в Ямало-Ненецком автономном округе. Говорит, не представляет свою жизнь без кочевья, оленей и северной природы. Он вырос в тундре, поэтому профессию не выбирал. В его семье все оленеводы – родители, братья и сестры. Постоянно с оленями, собираем их. А сюда только вот, получается, на зимовке только вот свободное время. А так весною, летом, осенью мне постоянно с оленями. У меня вот уже с детства с оленями живем, и вот так вот идет. Я так не убирал. Все родные и близкие, да, братья у меня оленеводы, и сестры тоже в тундре. Все оленеводы. Организаторы праздника Шонде Кыч, как и Терепкер, решили провести для того, чтобы показать основы традиционного образа жизни коренных народов Севера, самобытной культуры коми. Это уникальная возможность заглянуть в удивительный мир тундровиков, живущих далеко от городов, и вместе с ними отметить День весеннего равноденствия. Этот праздник был на самом деле организован, потому что мы понимаем, насколько сложно организовать праздник оленеводов. И мы перенесли наш Шонде Кыч на центральную площадь города, для того, чтобы все наши интинцы от мала до велика могли поучаствовать в зимних спортивных состязаниях, для того, чтобы все могли увидеть наших оленей, увидеть, что собой представляет оленеводческий чум, побывать в нем, посмотреть изделия наших мастеров. И поэтому мы надеемся, что этот праздник будет у нас традиционным. Чтобы принять участие в колоритных национальных гуляниях, в полной мере окунуться в самобытный мир коренного северного народа, покататься на оленях упряжках и сфотографироваться с удивительно красивыми животными, приобрести на память изделия декоративно-прикладного творчества и традиционных промыслов от мастеров и рукодельниц. В Инту приехали люди из разных уголков Республики Коми и других регионов. Мы 12 лет назад уехали из Инты, мы живем сейчас в городе Тула, но каждый год вот в марте мы стараемся приехать, потому что здесь бывает то день оленеводов, в этом году вот Шонде Кыч, и мы специально подгадываем свой приезд, чтобы повидаться с родственниками, побывать на малой родине, чтобы посмотреть, как город меняется или не меняется, и вообще попасть немножко в детство. Всегда подгадываем, чтобы было какое-то мероприятие в городе. Вот сегодня как раз проходит
прекрасный фестиваль. Вчера мы уже посетили 2 концерта в Центре национальных культур, в Доме культуры шахтеров. Вот. Были очень довольны, счастливы. Дети прекрасно сидели на концертах, смотрели продукцию, которую там местные производители продают, мастерицы своими руками смастерили. Очень нам все нравится и очень рады каждый год сюда приезжать. Вот теперь детей привозим. Реконструкторы военно-исторического клуба «28-я Невельская дивизия» вместе с сотрудниками Центральной библиотеки представили интинцам и гостям города несколько уникальных экспонатов со времен Великой Отечественной войны. Рассказали о героическом прошлом наших земляков, оленеводов, воевавших на Карельском фронте. Экспозиция данная к Великой Отечественной войны, и, естественно, мы сегодня освещаем такую вот интересную тему, как олен-транспортные батальоны, в которых были наши ветераны, участвовали, Интинского района. Собираем очень много информацию, предоставили на экспозиции оригинальные вещи, экспонаты, оружие, каски, которые все использовалось в Великую Отечественную войну. У нас есть и саперные лопатки, и фляжки. Как мы видим, очень нравится горожанам, фотографируется очень много, очень любопытные, много информации узнают от нас. Оживленно очень нравится людям. Так что я думаю, что мы в дальнейшем будем дальше такие экспозиции проводить. Специалисты Арктического горно-политехнического колледжа провели на этнофестивале профориентационное мероприятие. Образовательная организация анонсировала новую специальность, набор на которую начнется в следующем учебном году. Парней и девушек научат работать в коралях, разбираться в оленях стадах и кочевых маршрутах. Мы пришли сегодня с небольшой профориентацией для наших будущих студентов. Мы рассказываем о профессиях, которые набираем на 25-26 учебный год. Это у нас экономика и бухгалтерский учет, мастер жилищно-коммунального хозяйства, графический дизайнер и новая профессия, которую мы давно не обучали, это мастер оленеводства. Собственно, поэтому мы решили соединить приятное с полезным. Сегодня такой прекрасный праздник и хотим пригласить наших студентов получать и осваивать новые профессии и специальности. Мы мониторили ситуацию на рынке труда. Сейчас идет уклон действительно на точные такие специальности, и есть запрос в предприятиях нашей республики. Мы хотим, чтобы и молодые люди, и взрослое население оставались в республике и продолжали свои традиции, то, что они хорошо умеют, делают и развивали в дальнейшем. Поэтому мы открыли такую специальность интересную. Можно поступить как после 9 класса, так после 11 и неограниченное количество раз после получения среднего специального образования. Вот, поэтому мы ждем всех, не только молодых людей, но и девушек, потому что мы не разделяем по гендерному признаку. Вот, у нас и на рабочих специальностях мужских традиционно, как мы привыкли, обучаются девушки. Обучаться всего год и 10 месяцев. Практику они проходят в агрокомплексе в нашем и получают бесценный опыт. Мы надеемся выпустить квалифицированных специалистов, которые будут во благо развивать нашу республику. Местные и приезжие творческие коллективы порадовали зрителей зажигательной концертной программой. Остались довольны все без исключения.
Далеко-далеко, за рекой широкой, ни в лесу, ни в поле, на краю земли, старой деревушке, маленькой избушке, золотое детство спряталось вдали. Старой деревушке, маленькой избушке, золотое детство спряталось вдали. На деревне тихо, и не будет лихо, время по деревне ходит не спеша. Где-то песня льется, в сердце остается, и на части рвется русская душа. Где-то песня льется, в сердце остается, и на части рвется русская душа. Все я выдумал сам, потому что был слеп непроглядный туман. Непроглядный туман и не выпавший снег. Песню нежных сердец под аккорды дождя и счастливый конец. И счастливый конец. И, конечно, тебя. Оу! Я к тебе приходил, и в морозы и зной я тебе говорил, я тебе говорил о любви неземной. Фантазер, ты меня называла фантазер, а мы с тобой не пара. Ты прекрасна, как фея, ну а я люблю все сильнее. Все умчалось, как дым, без тревоги и потерь. Ты сегодня с другим, ты сегодня с другим. У тебя и себе и земные мечты, и земная любовь. Что же с нежностью ты, что же с нежностью ты смотришь в прошлое вновь? Вместе с нами фантазер, ты меня называла фантазер, а мы с тобой не пара. Ты прекрасна, как фея, ну а я люблю все сильнее. В завершении праздника состоялась торжественная церемония награждения победителей и призеров оленеводческих состязаний, в которых приняли участие девушки и юноши с 14 до 17 лет и взрослые. Также были отмечены представители судейской коллегии, приехавшие на этнофестиваль из Ямало-Ненецкого автономного округа, и организаторы соревнований. Мы только что с вами были свидетелями такого замечательного спортивного праздника. Хочу напомнить, что все эти мероприятия проводятся при поддержке Министерства национальной политики Республики Коми и Федерального агентства по национальным отношениям. Нас помнят, нас любят, нам помогают. Еще раз всех участников, организаторов и зрителей с праздником! По итогам зимних оленеводческих игр безоговорочную победу во всех видах спорта среди участников старше 18 лет одержал Геннадий Лаптандер, оленевод из поселка Абись. Также дипломом и специальным призом была отмечена самая взрослая участница состязаний Татьяна Герасимова. Самым возрастным участником сегодняшних спортивных соревнований была прекрасная женщина, ветеран нашего интинского спорта, которая принимает участие во всех наших спортивных мероприятиях. И сегодня она была с нами. Давайте мы поаплодируем ей, пригласим на сцену. Герасимова Татьяна. Татьяна Васильевна принимала участие и в прыжках, и в перетягивании палки. Все, кто принял участие в колоритном и по-настоящему весеннем празднике, остались в полном восторге. Несмотря на ветреную погоду, впечатления от этнофестиваля «Шонди Кыч»
как и от Дня оленеводов, точно останутся на всю жизнь.